Куда? Куда-то на эту горку надо умудриться залезть. Ну-ка посмотрим, что у нас там делается. Опа. Да, все-таки в этой модели лидер Sigma 2K слабое звено, что снег кидается под капот. Это приводит к тому, что тормоз, во-первых, в принципе не работает. Но это мелочи жизни по сравнению с тем, что вентилятор двигателя забивается снегом. Это еще у меня ограничитель поставлен. А так бы он забился. Ну ладно. Бывает. Так, ладно. Война войной. Обед по расписанию. Легкая закусь у нас. Ну что за жизнь бека? Закусил, только хотел квадрокоптер запустить. И ветер поднялся, а вон в деревьях шумит. Шумит ветер в ветках, шумит. А у меня квадрокоптер слабый на ветер. Уносит первый сок. Ясно в чем дело. С утра солнце светило. И с юга продолжает пока светить. А тут фронт надвигается с севера. Темные тучи. И ветер поднялся. Да, темные тучи приближаются. И ветер поднимается сильнее и сильнее. Не дает красотами нашей тайги. Больше тут болот. Полюбоваться сверху. Ну, селяви, такова жизнь. Против погоды разве попрешь? Солнце стало скрываться в тучах. Ну и ладно. Снег прямо на глазах теряет прочность. Тут сначала хорошо держал, а сейчас он в легкую заходит. Срочно уезжать. Так что мы найти дорогу отложим на потом. Сейчас нам главное успеть вернуться и не начать проваливаться. Так что едем по своей дороге обратно домой. Надеюсь, горку подымусь. Проваливаться начал. Сантиметров 10, наверное. Это еще повезло на скорости. Домой, быстрее. Ну, благослови три встреч. Подняться в горку нам надо. Иногда думаю, что у меня пивной животик не растет. Практически талия все время соблюдается. С таким отдыхом какой животик. Фух, он скоро с такой работой прилипнет к позвоночнику. Короче, я попался. Во-первых, крутовата горка для 9 лошадей. Во-вторых, верхний плотный снег стал мягким и в легкую проваливается. Так, что делать? Либо искать новый подъем, более пологий, или ехать до дороги и на дорогу выезжать. Фу, правда и на дорогу-то замучаешься выезжать. Ну да ладно. Куда крестьяну деваться? Сейчас переведем дух. Эти тучи, интересно, это к снегопаду, то есть мягкой погоде? Ладно, поживем, увидим.
Ни хрена себе наскочил на следок. Уху. Во-первых, не тонет. Ух ты! 22 сантиметра длина, ширина 17. Сам след, сам шаг 44 сантиметра. Учитывая, что я тону, а этот не тонет, тонет 2,5 сантиметра, похоже, что это росомаха протопала. Росомаха так росомаха. Хорошо не медведь. Он бы сейчас уже голодный был бы и мог вернуться. Ладно, нам на дорогу выехать надо. Снег становится мягким, откровенно. Едет снегоходом и приседает, то есть разрушаться начал. Уже плохо держит. Можно, конечно, было сказать, что молитва вторая помогла. Но все дело в том, что эта горочка в 15 раз меньше, чем там я пробовал подняться. И крутизна где-то в 2 раза меньше. На горке раньше времени газ бросил. Ну, вытянул. Ну, осталось доехать до дому. Крутую горку преодолели по более пологой цивильной дороге, которая в деревню едет. И снова уходим на болото. Ну что, едем дальше. Снег становится все мягче и мягче. Тут он вообще никак не держит. Блин, что-то у меня стали появляться сомнения, что я доеду домой по болоту. Проваливается. Что-то мне подсказывает, надо втихаря по дороге вернуться. Тут я напрямик, может, до завтра буду возвращаться. Ведь меня куда бедно едет? В мягкий снег в легкую зарывается. 12 часов. Поздновато я возвращаюсь для марта. Ну что, с весенним мартовским снегом шутки плохи. Утром не успел свои дела сделать, можно засесть капитально. Это я успел еще с болота выехать. И слава богу, на второй не успел заехать. Используем цивильную дорогу. Втихаря и по-быстрому. Километр несчастный. А снега у нас навалом. Выше моего колена сантиметров 10. Ой. Ух, капитально. Ну что, сгоняем талию. Ну вот ты куда, Одиссей? Ну что, приятель, что я тебе таскать должен? Давай, помогай. Да, мартовский снег, крутой снег. Особенно, если днем плюсовая погода, а ты запоздал. Проваливаешься за милую душу. Поэтому перекур. Не 5 секунд, 6 секунд. Фу. Да. Ой. Однако, снежок. Что в заключение можно сказать? Можно ли развлекаться с мартовским снегом? Можно, если борешься с ожирением. Если нет, то лучше не надо. Замуйдохаешься. Зашел домой, температура на улице плюс 2,3 градуса. Небольшая, но вредная температура. 2,4 уже. Вредная температура. Снег мягкий стал. Для снегоходов и лыж уже опасный.